Друзья, всем привет! Давайте с вами проверим качество звука и видео. Достаточно писать в чате. Также напишите свою географию, кто с какой страны, кто с какого региона, чтобы мы понимали именно какая у нас аудитория сегодня собралась. Все, звук и видео отлично, да, идет? Ребят, все хорошо, да? Все. Я всех рад приветствовать на сегодняшней нашей встрече. Сегодня у нас тема номер 2 по нашему марафону. Сегодня я подготовил очень интересную для вас тему, и я обещаю, сегодня вы получите полезную информацию и море инсайтов. Прямо сейчас что? Приготовьте блокнот с ручкой, приготовьте хорошее настроение, приготовьте стаканчик с водичкой, устраивайтесь поудобнее. Сегодня мы с вами в течение где-то 40 минут, то есть встреча сегодня будет очень такая короткая, насыщенная, мы проведем с вами такую углубленную тему. Сегодня у нас встреча будет посвящена тематике топ-5 ошибок, которые совершают партнеры и новички в нашем направлении. Данная тема будет интересна как для лидеров, так же как и для партнеров, также и для новичков. То есть наша встреча сегодня записывается. Для тех, кто не смог посетить, соответственно, посмотрит ее в записи. Также дадим сегодня домашние задания. Так что, если все готовы, то мы с вами приступаем. Все, отлично. Давайте с вами сейчас сделаем анонс нашей встречи. Итак, тема топ-5 ошибок, которые совершают партнеры и новички в нашем направлении. Да? Итак, первая ошибка, которую мы с вами сегодня будем рассматривать, это ожидание быстрого результата. Очень интересная тема, я ее раскрою глубоко, будет интересно. Вторая ошибка. Я попробую. Вот. Также очень интересно. Третья ошибка. Несогласие с наставником. То есть это очень такая крутая тема, которая тянет вниз. Мы сегодня о ней также поговорим. Четвертая ошибка. Планирование цели. То есть если человек не планирует свой день, не планирует свою неделю, не планирует свой месяц, то данный человек, он просто-напросто плывет по течению, как палка. А нужно быть, понимаете, рыбой, нужно быть хариусом. Хариус – это самая быстрая речная рыба, вот, кстати, самая быстрая, которая плавает против течения и может по водопаду подниматься до 4 метров. Представляете, по водопаду прямо вверх может подниматься, насколько это быстрая рыба. То есть мы об этом с вами поговорим. Пятая ошибка – нет веры в то, чем ты занимаешься. То есть классно, да, ребят? И, конечно, потом мы с вами разберем домашние задания. Так что, как вы поняли, тема у нас сегодня такая вот насыщенная, и вам она 100% понравится. Все. Если готовы, то мы приступаем. Вы сделали рассылки, сделали заметки, соответственно, пригласили всех своих партнеров, всех своих, как говорится, клиентов, которые пришли в ваше направление, ваш бизнес, потому что тема у нас по марафону, напомню, проходит абсолютно для всех. Вот. Вся структура, то есть ваши клиенты, партнеры, даже те, кто не участвует в марафоне, проходят обучение, то есть получают информацию. Вот. Она у нас, скажем так, не закрытая. Вот. А марафонцы, которые участвуют у нас в группах, они дополнительно еще получают информацию в группах и работают углубленно с капитаном, работают углубленно, соответственно, с куратором, и у них коэффициент, скажем так, полезного действия и такого обучения гораздо выше, потому что, соответственно, в группах там вопросы мне задают капитаны, вопросы мне задают, соответственно, кураторы, лидеры, и мы это все прорабатываем, вот, и углубленно, скажем так, решаем. Вот почему нужно быть, соответственно, в какой-то группе, в какой-то команде, быть там активным, помогать своему капитану, вот. И самое главное, я смотрю за всеми группами, вот. Наблюдаю за всеми капитанами, наблюдаю за всеми кураторами, и у меня есть блокнот, где я ставлю определенные галочки, вот, потому что, ну, вы же понимаете, я человек в прошлом военнослужащий, и, соответственно, на боевое задание я беру только проверенных людей, на которых я могу положиться, понимаете, да, вот, и как никто другой, я, соответственно, вижу таких людей, даже, скажем так, за километр. Вот, так что будьте активными и проявляйте себя везде, потому что
я всегда слушаю обратную связь каждого партнера, каждого лидера во всех чатах, да, то есть вот, потому что для меня это очень важно для понимания, на каком уровне развития находится определенный лидер, определенный партнер, определенный клиент, определенный новичок. И также для меня очень такой критерий, скажем так, основополагающий, если, допустим, человек, клиент, новичок, партнер, лидер задает в личку вопросы, вот, то для меня это жирная галочка. Почему? Потому что я понимаю, если человек задает вопросы, значит, он развивается. То есть, если человек задает вопросы, он что-то делает. Если человек задает вопросы, значит, он, соответственно, что с этого человека в бизнесе может что-то получиться. А если человек не задает вопросы, значит, соответственно, он все знает, вот, а все знать невозможно даже мне, вот, либо просто ничего не делает. Вот. Вариант второй больше подходит, правильно? То есть просто ничего не делает, если не задает вопросы. Вот. Потому что я, допустим, четко понимаю, чтобы, допустим, добиться быстрого результата, да, в бизнесе, если ты сам будешь, скажем так, идти путем своих каких-то ошибок, вот, то ты к этому можешь идти там 10-15 лет. Зачем это столько времени? У вас есть столько времени? У меня лично нет столько времени, чтобы просто впустую его тратить, потому что время – это самый ценный ресурс в моей жизни. Я лучше задам этот вопрос наставнику, и он сократит у меня там 5-10 лет моей жизни и даст четкую рекомендацию, то есть как правильно поступить, как правильно сделать, да, то есть у меня это займет задать вопрос аудио именно своему наставнику буквально там несколько секунд. Понимаете, да? Вот. И не надо стесняться, всегда лучше задать вопрос, любой абсолютно, понимаете? То есть вы можете именно задать лидеру, задать наставнику вопрос абсолютно любой. Абсолютно любой. Даже знаете, в какую-то поездку какие вещи с собой взять. Блин, это вообще даже не обсуждается. Вот. Все, благодарю, Виктория. Надежда, все верно. Вот. Конечно, то есть лучше спросить, лучше проконсультироваться. Вот. Ну и все, давайте с вами перейдем к тематике нашего эфира. Встреча, как я сказал, сегодня будет короткая, вот, но очень насыщенная. Итак, приступаем. Топ-5 ошибок, которые совершают партнеры и новички в нашем направлении. Вот сейчас, если внимательно меня послушаете, запишите все эти моменты, да, то есть все эти инсайты. Ребят, вот бизнес сразу у вас изменится. Вы проанализируете свои ошибки, проанализируйте ошибки своих партнеров и просто-напросто начнете их устранять. Погнали? Итак, вот. Самое главное, вам нужно понять, что не так много возможностей у вас, чтобы преуспеть. Вот, ребят, задайте себе вопрос, у вас много возможностей сегодня в жизни, чтобы преуспеть. Вот, допустим, вам сегодня 30, 40, 50, 60, 70, 80 лет. Много ли у вас сегодня возможностей для того, чтобы преуспеть? Сами себе задайте этот вопрос. Я думаю, нет. И если, допустим, вы уже перепробовали все в своей жизни, то Академия «Успех вместе» сегодня это ваш спасательный круг, и у вас больше просто-напросто вариантов нету. И вот, знаете, это очень хорошо, когда вы для себя поймете в голове, что у вас нету больше вариантов. Понимаете, у вас всего лишь один вариант, и вам будет легче просто двигаться. Вы не будете находиться в каком-то ожидании, вы просто-напросто будете делать. Все, вы просто поймите, что у вас больше нет вариантов, и вам нужно преуспеть в этом направлении, и поверьте, оно самое лучшее. Итак, ошибка номер 1. Записали? Ожидание быстрого результата. То есть ошибка номер 1. Итак, погнали. Частая ошибка – это ожидание быстрого результата. Невозможно быстро самому построить дом. Понимаете? Почему? Потому что есть определенные технологии, есть определенные там процессы и так далее. Вот, допустим, если построить дом, то вы должны понимать, что, допустим, это нужно заложить фундамент, правильно? Фундамент должен устояться, правильно? Вот. Допустим, какие-то другие процессы. Это определенная технология, да, то есть дом вот прямо сразу его не построишь. То есть нужны определенные технологии, нужно время и так далее. И также, ребята, в бизнесе. То есть есть бизнес-процессы, есть период становления бизнесмена.
Вот, понимаете, вот человек, допустим, в наш бизнес, он приходит по нескольким критериям, категориям, да. Вот я их как бы разделяю, скажем так, на 5. Я, наверное, на эту тему тоже, кстати, проведу обучение, да. То есть человек, допустим, приходит в наш бизнес по разным критериям, да. Допустим, у него есть, допустим, навыки коммуникации, да, то есть, допустим, человек там где-то коммуницировал, допустим, ну, я не знаю, там, работал там каким-то менеджером, где-то там, консультировал людей, там, не знаю, там, обзванивал людей, там, не знаю, там, работал в салоне связи, там, не знаю, там, работал торговым представителем, там, не знаю, там, региональным торговым представителем. Ну, то есть там, где нужно было много общаться как бы с людьми, да, вот. Далее это опыт руководящих должностей. Допустим, у человека были люди в подчинении, и он руководил определенными бизнес-процессами. Это тоже, ребята, определенный навык, который помогает в нашем бизнесе и так далее. Вот. Но если вы пришли как бы с нулем, ничего страшного, эти навыки все можно здесь приобрести. Так вот, частая ошибка – это ожидание быстрого результата. То есть человек приходит, допустим, в наш бизнес и хочет завтра уже там зарабатывать $1000, там $5000 и так далее. А проходит день, проходит 2, какая-то рутина, да, человек не хочет, допустим, заложить сперва фундамент, и, следовательно, что сдается из этого бизнеса. То есть вы должны понимать, что ожидание быстрого результата – это не есть хорошо. Вот. И, следовательно, если нет быстрого результата, это не потому, что компания плохая, там, бизнес-план, там, продукт и так далее, не потому, что вы плохие. А вы должны понимать, что есть определенные, скажем так, бизнес-процессы, есть определенное время становления клиента и партнера. Вот. Но зато, когда вы именно приобретете навыки в нашем бизнесе, вы просто-напросто станете свободным человеком. Свободным человеком, который не будет зависеть от каких-то обстоятельств своей жизни, у вас будет много свободного времени, у вас будут возможности, у вас будут деньги и так далее, вы будете духовно развиты, и в этом и заключается, ребята, именно, я думаю, счастье. Вот, настоящее счастье, когда, во-первых, есть здоровье, когда есть социальный статус, когда именно есть возможности финансовые, то есть духовное развитие, и вот это вот все в совокупности вам дает, соответственно, счастье. Потому что я вот всегда говорю, что, понимаете, вот 80% того, что делает человека счастливым, это деньги. Многие со мной могут быть не согласны, это как бы право каждого человека, но лично я уверен, что 80% именно того, что делает человека счастливым, это все можно приобрести за такую вот энергию от Вселенной, от Бога, это деньги. Понимаете, да? И потому что мы сегодня живем в современном мире, мы сегодня не живем в какой-то пещере, мы сегодня, соответственно, живем в 21 веке, когда нам нужно ездить на такси, когда нам нужно быстро передвигаться, это собственный автомобиль, нам нужно сегодня где-то жить, правильно, в чем-то стирать свои вещи, соответственно, надеть своих детей, внуков и так далее, заплатить за ЖКХ, купить продукты питания, не знаю, там, оплатить еще что-то и так далее, понимаете? И вот я вам так скажу, 80% того, что делает человека счастливым, все это можно приобрести на деньги. Если этой энергии, скажем так, нету, то, следовательно, что человек не будет себя ощущать, скажем так, полноценным в 21 веке. И, следовательно, самое главное, это что? Сегодня научиться зарабатывать, правильно? Чтобы, соответственно, решить какие-то свои вопросы в жизни, нужно просто-напросто научиться зарабатывать. Правильно, ребят? Все. Далее. Идем с вами далее. Смотрите, для того, чтобы делать большие товарообороты, нужно взять определенный темп и большой объем работы. Вот. Как показывает практика, люди к этому не готовы, многие. Да? Вот, допустим, если вы хотите в нашем бизнесе, допустим, начать зарабатывать быстро там, $500, $1000, $1500, то вы должны понимать, что вам просто нужно что? Себя нагрузить конкретно. И, соответственно, сделать этот результат уже в первый либо второй месяц. Понимаете, выйти на $1000. Вот я лично для себя считаю, что именно эти действия должен проделать просто каждый человек.
Ну а так зачем просто-напросто пришли тогда в этот бизнес? Вот. Потому что 500 тысяч долларов, их можно зарабатывать и на работе, понимаете? То есть такой результат можно зарабатывать на работе. То есть смысл какой? Ну да, то есть здесь можно тратить на это гораздо меньше времени. Вот. Потому что, вот, допустим, я в этот бизнес пришел именно с работы по найму. Да? Вот. Но я на этой работе по найму зарабатывал, я вам так скажу, от 2500 долларов до где-то 5000 долларов в месяц. Я зарабатывал на работе по найму, когда трудился. И вот именно с такой вот работы я пришел в этот бизнес. И я постоянно почему как бы говорю, а может кто-то скажет, что какие-то завышенные планки, там завышенные что-то то, пятое, десятое. Я вам так скажу, что я в первый месяц, когда пришел в этот бизнес, заработал 1100 долларов. В первый час труда в компании, первый час работы труда в компании я пригласил 5 человек, я пригласил 5 лидеров с регистрацией в компанию и с подключением на пакет. То есть я в первый час именно труда в компании заработал 150 долларов. Это был 2017 год, это был январь месяц, это было до 10 января, когда все ели оливье, когда все праздновали, когда там накатывали, ходили по гостям и так далее. И вот в это время я сделал несколько звонков и подключил как бы людей. Понимаете, да? Вот. Ну, я делал быстро, я это делал быстро и стабильно. Так вот, смотрите, чаще всего, да почти и постоянно, быстро это не всегда стабильно. Да, то есть быстро это не всегда стабильно. Я в своей жизни, знаете, проходил такие моменты, когда разные лидеры, то есть быстро стартовали, там, быстро набирали команды, да, вот, но они, понимаете, не поспевали за уровнем развития. То есть, допустим, команда росла, а у этих людей, соответственно, не было понимания. Они не консультировались с лидером, они хотели делать так, как хотят, вот, не было системности. Вот, а команда, когда растет, команду нужно систематизировать. И, следовательно, еще нужно научиться делегировать. И нужно еще научиться управлять своей командой. И вот когда человек не поспевает, скажем так, за этими моментами, то команда просто-напросто разваливается. И когда человек бизнес делает неправильно. Вот моя тактика какая? Знаете, делать быстро и стабильно и правильно. Вот моя тактика какая? Делать быстро, стабильно и правильно. Потому что нет у нас времени, понимаете? Ну нет у нас времени. Время – это самый ценный ресурс в жизни каждого человека. Нет у нас времени делать бизнес 5 лет. Нет у нас времени делать бизнес 10 лет. Нет у нас времени делать бизнес 15 лет. Нужно делать его быстро, стабильно и правильно. Убрать, соответственно, какую-то лень, убрать сомнения, да, и не жить, скажем так, вчерашним днем. Итак, я думаю, ребят, мы с вами раскрыли тему как ожидание быстрого результата, понимаете? То есть бизнес нужно делать быстро, стабильно и правильно. Переходим ко второму блоку нашей встречи. Ошибка номер 2. Я попробую. Погнали, да? То есть ошибка номер 2, я попробую. Вот это вот прямо вообще космос, это прямо такая, знаете, короночка прямо, знаете, короночка классная. Вот. Ошибка номер 2 в бизнесе, я попробую. Вот смотрите, я вам сейчас приведу такой вот пример, послушайте внимательно. Смотрите, пример с летчиком. Вот. Это мой любимый пример, я давно его не приводил. Смотрите, вот вы решили куда-то полететь. Да? И вы заходите в самолет, усаживаетесь в свое кресло, стюардесса, вот представляете, то есть, смотрите, представьте, вы заходите в самолет, там багаж свой ложите, устраиваете свое сиденье, пристегиваетесь, да, то есть, и стюардесса вам говорит: ребята, смотрите, у нас сегодня новый, скажем так, капитан борта, вот, новая команда,
у них, скажем так, первый или второй полет, и они сейчас попробуют, скажем так, поднять самолет и взлететь. Надеюсь, будет все хорошо. Какая ваша реакция будет? Вот напишите прямо сейчас в чате, какая ваша реакция будет. Ну, печатайте, давайте, печатайте. То есть какая ваша реакция будет? Что вы сделаете? Во, вот, правильно, Елена. Конечно, конечно, ребят, то есть я лично сразу же просто-напросто потребую просто открыть самолет и уйти. Ну зачем? Я что, дурак, что ли? Я почему полечу с человеком, который хочет, соответственно, попробовать там взлететь и так далее. Вот, конечно, я не буду рисковать своей жизнью, там, рисковать там еще чем-то и так далее. Конечно, я выйду. Вот. И вот вы теперь понимаете, смотрите, если вы, допустим, смотрите, в любом бизнесе, когда мы пришли наполовину, на полставки, у меня еще есть такое любимое выражение, я извиняюсь сразу, на полшишки, то люди это чувствуют на подсознании. Понимаете, да? Люди это чувствуют сразу на подсознании. И вот если человек пришел, скажем так, попробовать, то есть я пришел попробовать в этом бизнесе, получится, не получится, да, вот, не получится там и так далее. Ребят, вот если человек пришел сюда с таким пониманием, получится, не получится, то есть я попробую и так далее, ничего не получится. Поверьте, то есть на подсознании все те люди, которых вы будете сюда приглашать в бизнес, они, соответственно, будут чувствовать вашу энергию и, соответственно, что не будет у вас какого-то результата в бизнесе. Не будет у вас результата в бизнесе. Если вы пришли с пониманием, сюда я попробую, а может быть получится. У нас настолько, ребята, легкий бизнес, вот, я бы так сказал, смотрите, у нас сложный бизнес, но с очень легкими действиями в этом бизнесе. У нас сложный бизнес, но с очень легкими действиями в этом бизнесе. Вот так. И преуспеть здесь может абсолютно любой. То есть абсолютно любой может здесь зарабатывать от 1000 до 5000 долларов в месяц. Абсолютно любой. Вообще не имеет значения. Но если вы будете прикладывать определенные усилия, вы здесь можете зарабатывать 10, 15, 20, 30, 50 тысяч долларов в месяц. Но все зависит от вас. Понимаете? Если вы пришли сюда попробовать, то ничего не получится. Так что нужно что? Постоянно работать и прокачивать свою веру в этом бизнесе. Если вы пришли сюда попробовать, то, ребята, очень страшно. Так что нужно от этой мысли «я попробую» избавляться. Далее. Еще один пример, очень хороший. Я вам сейчас приведу. Это покупка чужого мнения. Покупка чужого мнения. Вот опять-таки, смотрите, слушайте внимательно, ребят. Вот смотрите, когда вы проводите встречу, либо консультацию вот, с потенциальным клиентом и партнером, то есть вы беседуете, обсуждаете какие-то бизнес-процессы, там, бизнес-план, технологии, продукты, академию, да, вот, с человеком. И после такой встречи, после такой беседы, да, вы уходите со своим мнением или с мнением своего собеседника. Понятно, да? Вот давайте еще раз. Покупка чужого мнения. Вот вы, когда, допустим, встречаетесь с человеком, обсуждаете какие-то бизнес-процессы, допустим, там, по системе, по академии, по бизнесу, по продукту и так далее. То есть, допустим, хотите человека познакомить там с бизнесом, да, вот. И вы, допустим, с этим человеком проводите встречу и беседы. И вот когда такая встреча заканчивается, то вы уходите либо со своим мнением, либо с мнением собеседника. И вот, допустим, когда вы проводите встречу, либо кому-то рассказываете, да, человек может что? Да, интернет-бизнес – это отстой. Да это фу, да сегодня кризис, у людей нет денег, да кому это нужно? И вы такие, знаете, вы начинаете сомневаться. А может и правда кризис, а может и правда нет денег, а тут со своим бизнесом. Да вот там академия,
там вот длинные тренинги надо там слушать, там каждый день там говорят, там надо на презентации ходить, вот, и там Турушев там постоянно что-то требует и так далее, там какие-то марафоны, какие-то то, какую-то обратную связь там постоянно давай. И ты такой начинаешь сомневаться, ну да, то есть, блин, нафига мне это надо? И вы после какой-то встречи там с каким-то, скажем так, негативщиком уходите либо со своим мнением, либо уходите с мнением этого человека. И вот, знаете, вот в этот момент вы купили чужое мнение. Вы повелись, вы проиграли. Вот человек после встречи уходит орлом, а вы курицей. Понимаете, да? И вот очень важно, ребята, всегда вы должны понимать, побеждает установка, которая сильнее, у которой сильнее целеполагание, сильнее уровень уверенности, уровень самооценки. Вы должны это понимать, что нужно прокачивать себя и свои установки. Понимаете? То есть с каждой встречи, с каждых переговоров, с ответа на возражение вы всегда должны уходить орлом, а не курицей. Понимаете? То есть человек должен приходить к вам на консультацию со своим мнением, а должен уходить с нее с вашим. И на всех переговорах по бизнесу вы должны себя чувствовать уверенным, вы должны себя чувствовать орлом, и ваши установки, ваши целеполагания, ваш уровень самооценки должен быть выше, понимаете? Вы должны быть уверены в академии, вы должны быть уверены в президенте, в своем лидере, в своем менеджере, понимаете, да? В продуктах, в технологиях, которые вы употребляете, вот, в бизнес-плане. Именно в проекте, который сейчас запускается Success Together, вы должны быть 100% уверены во всем, понимаете? И если есть какие-то сомнения, нужно этих тараканов убрать срочно с своим лидером, с наставником, с менеджером. Понятно, да, ребят? Вот. Идем с вами далее. Заканчиваем с вами второй блок, то есть цель «Я попробую». Вот. Смотрите, если вы пришли сюда побаловаться, попробовать, получится, не получится, большого бизнеса не ждите. То есть вы любитель, а любитель получает мало денег. Смотрите, у вас должна быть жесткий такой стержень. Смотрите, я сюда пришел стать профессионалом. Я сюда пришел стать миллионером. Я сюда пришел на всю жизнь. Разницу чувствуете? Это совсем другая установка. То есть у вас должна быть четкая установка. Я сюда пришел стать профессионалом. Я сюда пришел стать миллионером. Я сюда пришел на всю жизнь. Вот у вас должен быть такой жесткий стержень. Не должно быть у вас именно «я попробую». Самая распространенная проблема заключается в том, что вы пришли сюда попробовать, а не состояться. Понимаете это? Разницу чувствуете? Я пришел сюда попробовать, либо я пришел сюда состояться. Все, ребят, второй блок мы с вами тоже подводим к заключению и начинаем с вами третий. Смотрите, третий очень интересный – это несогласие с наставником. То есть человек начинает спорить, человек начинает фильтровать. Смотрите, третья ошибка – несогласие с наставником. Человек начинает спорить, человек начинает фильтровать. Как вам, ребята, сегодняшние темы, как бы нравятся вам? То есть, вот, напишите. То есть, нравится ли вам наша тема? Вот. Все, вы пока пишете, я продолжаю. То есть, одновременно слушаете. Круто, да? Вот. Ошибка номер 3 – несогласие с наставником. То есть, человек начинает спорить, человек начинает фильтровать. Вот. Смотрите, нужно научиться каждому доверять наставнику. Нужно научиться каждому доверять лидеру. Потому что именно наставник, он в вас заинтересован кровно. Он заинтересован финансово. Понимаете, да? И я вот сегодня очень много вам привожу примеров, и сейчас также приведу пример. Смотрите, вот представьте многоэтажку. Вот, допустим, представьте 10-этажный дом. 10-этажный дом. Представили, да? То есть 10-этажный дом. Что человек видит на первом этаже?
10-этажный дом, человек что видит на первом этаже? Человек видит на первом этаже это что? Это суету, людей, пыль, машины и так далее. Там грязь, шум и так далее. Улицу постоянно, понимаете? То есть человек видит на первом этаже. Идем с вами далее. Что видит человек, допустим, на пятом этаже? Что видит человек на пятом этаже? На пятом этаже уже нет вот этого шума, большого там грязи там и так далее. На пятом этаже человек уже видит верхушки деревьев. Там белки, возможно, прыгают и так далее. Да? Вот. Там цветочки на деревьях и так далее. То есть этот человек видит уже на пятом этаже. Вот. А что человек видит на 10-м этаже? На 10-м этаже человек уже не видит там какую-то грязь, пыль, там какую-то суету, он уже не видит там верхушки деревьев, там, он уже видит горизонты. Человек уже именно на 10-м этаже он видит уже горизонты, он видит уже свою цель, куда ему идти и так далее. Вот. И, соответственно, если вы хотите быстро прийти к результату, то нужно с наставником быстро с первого этажа на скоростном лифте подняться на 10-й этаж. Вы поняли меня? Зачем вам тратить время, год, 5, 10, 15 лет? Потому что время – это самый ценный ресурс в жизни каждого человека, ребят. И вот лучше всего это сделать с наставником. Быстро подняться с первого этажа на 10-й этаж. И вот смотрите. Если наставник вас тащит 2, 3, 4 километра и понимает, что толку нету, это как в примере с лошадью. Лучше пристрелить. Смотрите, если вас наставник тащит 2, 3, 4 километра и толку нету, то есть вы не выполняете рекомендации, он говорит, давай обратную связь, вы не даете, он говорит, изучай домашние задания, вы не изучаете, допустим, что-то еще и так далее, говорит то, что нужно как бы делать, да, а вы это не делаете, то, понимаете, то есть он может вам дать 1, 2, 3 домашние задания, то есть он же вас верит, он же вас любит, и если вы это не делаете, это как пример с лошадью, он просто берет и пристреливает вас и просто снимает с вас внимание и переключается на другого человека. Ребята, выполняйте рекомендации наставника, потому что он кровно в вас заинтересован. Если хотите быстро подняться с первого этажа на 10-й этаж, то вы это быстро сделаете только с наставником. Так что именно, он не пошлет, потому что наставник, он духовно развитый, наставник, он умный, разумный, мудрый. Он никогда никого не пошлет, он просто снимет внимание. Самое страшное в нашем бизнесе – это когда наставник с тебя снял внимание. Самое лучшее в нашем бизнесе – это когда наставник тебя поднимает с первого этажа на 10-й, и он на тебя обратил внимание. Вот это вот самое лучшее в этом бизнесе, что может произойти с вами, это когда именно вы попали в поле зрения наставника, и он вас поднимает с первого этажа на 10-й этаж, когда он в вас заинтересован, он вам помогает. Переходим к следующему блоку. 4-я ошибка. Планирование и цели. Главная проблема – это отсутствие четких алгоритмов действий, что делать именно сегодня. Вот допустим, ребята, вот вы сегодня проснулись, у кого из вас было четкое понимание, что сегодня нужно делать? Но было у кого-то понимание, что нужно сегодня четко делать? Или вы плыли, как палка в этом бизнесе по реке? Куда течение занесет, туда и занесет. Вот честно, ребят, себе ответьте. У вас на сегодняшний день были цели в нашем бизнесе? Если нет, то вы просто-напросто как палка по весенней реке, которая плывет и, соответственно, без какой-то цели. Или вы были сегодня хариусом, вы проснулись, который плывет против течения и может подняться до 4 метров именно по водопаду. Вот именно хариус добивается в нашем бизнесе больших результатов. Да, можно лягушку съесть. Вот. Итак, главная проблема – это отсутствие четких алгоритмов действий. Что делать именно сегодня? Смотрите.
Год нужно разбить на месяцы, месяц нужно разбить на недели, неделю нужно разбить на дни. Хотя бы научитесь, ребята, планировать свою неделю. Планируйте свою неделю. Вот научитесь планировать хотя бы ближайшую неделю, потом научитесь планировать месяц. У вас должно быть четкое понимание, что вы будете делать завтра. Понимаете, да? То есть в нашем бизнесе, для того, чтобы завтрашний день у вас стал лучше, что вы будете делать? Вам нужно снять ролик, там, прокачать TikTok и так далее. Вам нужно сделать там какие-то касания в социальных сетях и так далее. Вам нужно посетить вебинар, посетить тренинг, прокачаться и так далее. Понимаете, да? То есть вам нужно подключить человека там в бизнес, попасть в рейтинг академии. Вот. То есть каждый день нужно делать какие-то действия. И вот минимальные действия на каждый день какие? Я, кстати, скину в чат. Вот какие действия нужно делать каждый день. Первое. Можете, в принципе, записывать. Вот. Первое – это самое простое. Самые простые базовые действия, которые вам нужно делать без каких-то углублений. Первое. Выставить пост во всех социальных сетях в количестве минимум 1. Во всех социальных сетях. То есть вам нужно, соответственно, выставить видео, не знаю, там результат клиента, партнера, информацию, соответственно, либо фотографию с текстом, какой-то написанный текстом от себя и так далее. Вот. Вам это обязательно нужно делать, это не считая, скажем так, анонса, на встрече и презентации. Вот, понимаете, да? То есть минимальное действие – это выставить пост во всех социальных сетях. Вот именно интернет-предприниматель. 2. Провести эфир 1 раз в неделю. То есть это может быть вопрос-ответ с партнером, с наставником, с менеджером, какая-то дискуссия, полезная любая тема. То есть вы должны 1 раз в неделю встретиться со своими партнерами, либо провести прямой эфир в какой-то социальной сети. Именно поговорить о чем-то, о бизнесе, рассказать о академии, поговорить о результатах продукта и так далее. То есть вы просто-напросто должны раз в неделю встречаться со своей командой. Однозначно. 3. Смотрите, 3-7 сторис каждый день. То есть лента сторис должна быть активная. Это очень важно для Инстаграма. Для Инстаграма, для ВК. Кстати, хорошая новость, скоро в Телеграме будут сторис. То есть уже должны в июле анонсировать сторисы. То есть скоро сторис будет в Телеграме. То есть ссылками так же, как в Инстаграме. Вот. Так что 3 это 3-7 сторис каждый день во всех социальных сетях, где эта функция присутствует. Записали, да? А если нет команды, создать ее срочно. Вот. Быть харизом. Вот. Прямо завтра это исправить. Прямо завтра Миндигуль, чтобы у вас был 1 человек в команде. Вот прямо исправить это срочно. Все. Не надо быть палкой. Завтра прямо установка. Завтра все. Завтра, послезавтра, на этой неделе. Все в моей команде минимум 1 человек. Все вот так вот больше никак. Вот с такой установкой вы будете победителем, с такой установкой будете орлом. Так, 4. 1-3 встречи каждый день. 1-3 встречи каждый день. Я сейчас поясню. То есть личный рекрутинг. Это может быть общение с холодным контактом, общение с другом и так далее. Вот. То есть у вас должны быть встречи каждый день. У вас должны быть, понимаете, либо там звонок, да, либо какая-то встреча, вот, какая-то консультация, общение именно с потенциальным клиентом. Вот, с потенциальным клиентом. То есть вы каждый день должны делать касания в интернете. То есть вы просто-напросто должны рыбачить каждый день. То есть для того, чтобы у вас появились клиенты. Вот. То есть несколько десятков касаний в интернете. То есть это, допустим, знакомство, так, это 4, да, то есть 1-3 встречи каждый день, то есть личный рекрутинг. 5. Несколько десятков касаний в интернете. Это общение в социальных сетях, лайки, комментарии под постами, то есть интересных людей, знакомства, переписка и так далее. Вот мы сегодня живем в век социума. У нас так много социальных сетей, и сегодня можно просто хотя бы тратить 2 часа в сутки, у вас 100% будут клиенты либо партнеры.
То есть вы можете заходить ВКонтакте, искать каких-то в пабликах там людей, сетевиков и так далее. Не спамить, допустим, там сразу же писать там какой-то призыв в личку, а, допустим, вы можете зайти в ихнюю ленту, там, допустим, поставить там пару лайков и написать какой-то комментарий по тематике. То есть ваша задача просто, чтобы человек на вас обратил внимание. Если человек на вас обратил внимание, он перейдет в ваш профиль. Если вы свой профиль ведете так, как мы рекомендуем, да, то есть у вас там есть информация о себе, вы там выставляете фото, видео, у вас нормальный профиль и так далее, то человек заинтересуется вашей деятельностью, он вам напишет, понимаете, правда не сразу, но он либо станет вашим подписчиком. И вот каждый день можно делать вот такие вот касания в интернете. Далее, 6. Приглашение на встречи, на эфир, в систему, то есть интригующие посты с интригой в социальных сетях. Личные приглашения, звонки, касания в мессенджерах. То есть каждый день нужно работать на приглашение на эфир. Да? Вот. Это, во-первых, это рассылки по своим чатам, это заметки в социальных сетях и работа, телефон. То есть много людей сегодня с разных городов, которые вы можете просто-напросто пригласить на встречу в академии. Вот. Это вот просто так же каждый день нужно это прорабатывать. Вот. 7. Активность и обратная связь в личных, структурных, общекомандных чатах. Вот мало кто это делает, знаете, и я замечаю, вот те люди, партнеры, лидеры, которые это не делают, вот, и ихние партнеры тоже это не делают. То есть я не вижу, скажем так, большого потенциала, какого-то большого бизнеса, если такие вот простые задачи, базовые, как бы не выполняются у людей. Ну, просто вот большого какого-то роста у таких вот людей я не вижу. То есть активность и обратная связь в личных, структурных, общекомандных чатах. Вот. Как это делать, спросите у менеджера, мы сегодня это обсуждать не будем. 8. Личная консультация с менеджером. То есть аудио в Телеграме сегодня это очень удобно. То есть рекомендую это практиковать каждый день, если хотите внимания и быстрого роста. То есть я сегодня также, вот вам говорил, что вам нужно попасть во внимание лидера, наставника, менеджера. Вот. Личная консультация. Задавайте вопросы. Если человек не задает вопросы, значит он все знает. Если человек не задает вопросы, значит он ничего не делает. Но вариант 2 больше подходит, возможно, для вас. Вот. 9. Обработка входящих запросов от партнеров и потенциальных клиентов. Вот вы не поверите, у меня вот сейчас, я сегодня спал всего 3 часа, 3 часа сегодня спал. Вот, после тренинга решал там разные вопросы и так далее. Вот, приготовил для вас вот такую вот еще интересную тему. Вот, сделал еще рассылки по чатам и так далее. Вот, спал 3 часа. Вот. И у меня вот очень много входящих запросов. Вот у меня в WhatsApp, в Телеграме, в Вайбере каждый день, когда я просыпаюсь, у меня где-то входящих запросов, где-то под 100. Под 100, ребят. Под 100. Это и заказы, которые люди отправляют, это и, соответственно, люди задают вопросы, консультируются и так далее. Понимаете, да? И я беру телефон и всем отвечаю. Вот. Не сразу, правда, потому что, обработать, представьте, там 100 входящих, да, вот, бухгалтерия, там, соответственно, финансы, это все надо там проверить и так далее, все там открыжить, там, забить, все правильно, передать и так далее, это же ответственность, да, вот. И, допустим, у вас-то есть хотя бы там 10-15 человек каждый день пишет. Если у вас не пишет каждый день 5-10 человек, ваших партнеров, не задают вопросы, не консультируются, все плохо в вашем бизнесе. Значит, вы ничего не делаете. С вас никто не берет пример и так далее. Конечно, умничка, и вы тоже умничка. Вот. 10. Самообразование. Важный пункт самообразования. То есть нужно изучать каждый день видео от менеджера, наставника, выполнение рекомендаций, чтение каких-то книг, аудио и так далее. Вот вы должны каждый день себя прокачивать в чем-то. Это, допустим, как снять ролик, как снять видео, допустим, как ответить на возражения. То есть вы должны себя же прокачивать в бизнес-навыках, да? Вот. Как там, допустим, прокачивать социальные сети, как вести команду, возможно, какие-то ораторские навыки.
работа со своей речью, там, убрать там паразитов, там, я не знаю, делать зарядку, убрать живот там свой и так далее. То есть, ну, самообразование, самодисциплина, то есть вы каждый день к чему-то должны стремиться. Если вы это не делаете, то значит, ну, просто-напросто вы ничего добиться не хотите. И вот на такой темп готовы единицы. Поэтому не у всех есть результат. Ребята, я надеюсь, вы меня поняли. Если у кого-то нет результата, то по всем этим пунктам вы должны сейчас сделать самооценку, самоанализ. Вот. Я сегодня специально подготовил эту тему, чтобы вы проанализировали, что вы делаете для этого бизнеса. А то новичок приходит, я здесь в бизнесе, там, допустим, месяц, год, 2, 3, там, 4, и у меня ничего не получается. А как оно будет получаться, если ты, ну, просто-напросто ничего не делаешь? Ну, ты тогда возьми вот так вот листок, напиши «я лентяй», «я тунеядец», вот так вот, вот здесь вот, и просто ходи с ним, чтобы люди сразу читали и не подключались тебе в команду. Вот. Потому что ты пришел сюда попробовать, ты пришел сюда любителем, ты пришел сюда на полставки, на полшишки и так далее. И ты хочешь, чтобы у тебя получился бизнес какой-то большой? Да не будет у тебя бизнеса большого, если ты пришел сюда на полшишки. Я сегодня шучу с вами, да? Вот. Когда ты контролируешь день, когда ты контролируешь неделю, когда ты контролируешь, соответственно, месяц и так далее, то, соответственно, у тебя будет большой бизнес. Если ты новичок, тебе нужно пахать, нужно выйти на финишную прямую, преодолеть самую сложность, преодолеть гравитацию, земное притяжение, притяжение хейтеров и тех, кто в тебя не верит. Это банально могут быть даже сестры, братья, ваши близкие, окружение. Это как ракета, когда взлетает, она тратит 80% своей энергии, а потом 20% ей хватает, чтобы облететь всю планету. Это как самолет на взлете. Преодолевает высоту и гравитацию, после будет легче и играючи. Самое главное, это именно в бизнесе преодолеть вот эту вот гравитацию. Работа над собой, самодисциплина, сомнения, осуждение, выйти на 500 тысяч долларов первых, и все, и потом вас не остановить. Вот новичок, он должен пахать. Вот именно вот эту вот гравитацию нужно преодолеть. Гравитацию преодолеть. Она вот такая вот ее мало кто проходит, эту гравитацию, понимаете. Ее надо преодолеть, если вы сильный человек, если вы хотите чего-то добиться в этой жизни. Вот. Никак больше. И вот хорошо, когда ты ставишь себе планку, и у тебя нет выбора больше. У тебя вот один путь, и все, и с ним легче. Вот. Ты не думаешь, куда свернуть. Все, закрываем этот блок, переходим к следующему. 5-я ошибка. Нет веры в то, чем ты занимаешься. Вот это вот прямо короночка. Смотрите, 5-я ошибка. Нет веры в то, чем ты занимаешься. Смотрите. Прокачивайте по кирпичикам свою веру каждый день. Вот каждый день то, что вам нужно делать, это прокачивать свою веру. Смотрите, и есть вот тоже такой вот пример мой любимый. Первый бронежилет, который вы для себя должны надеть, это ваши первые достижения финансовые в этом бизнесе. То есть заработать 50-100 долларов в этом бизнесе. Первый бронежилет – это ваши первые 50-100 долларов в этом бизнесе. Второй бронежилет – это результат по продукту. Вы должны заказать продукт, попробовать его. Это второй бронежилет, потому что мы сегодня занимаемся честным, легальным бизнесом. Вы должны заказать продукт, вы должны получить результат. Это второй бронежилет именно в нашем бизнесе. Нет результата – спрячьтесь за спину наставника. Вот если у вас нет результата, спрячьтесь за спину наставника. Вот. Почему? Потому что, во-первых, вы можете, допустим, продавать результат вышестоящего, да, то есть по доходу, по результатам, по продукту и так далее. Вот. То есть вы просто-напросто должны прокачивать себя, свою веру. Вот. И, следовательно, что в начале, если, допустим, нету вот этих вот 2 бронежилетов, вы можете надеть и спрятаться за спину наставника всегда. То есть пригласить на консультацию, что-то еще и так далее. Продать результат другого человека. Вот.
Смотрите, почему не покупают и не присоединяются? Вот допустим, вот смотрите, вот почему, допустим, к людям не присоединяются и у них не покупают. Самое главное, знаете, причина какая? Недостаточно веры в то, чем ты занимаешься. Недостаточно веры в бизнес-плане, недостаточно веры в продукте, недостаточно веры в академии, в наставнике, в менеджере. И вот эту веру нужно, ребята, по кирпичикам постоянно каждый день прокачивать. Вот. 1% сомнения убивает 99% веры. Понятно, да? И если у вас есть какой-то 1% сомнений, нужно убить этого таракана. Нужно задушить этого таракана. Так вот надо задушить, проконсультироваться, задать вопрос лидеру. Вот у меня такой-то таракан, я не могу с ним жить. Вот, давайте его разберем. Покажите, почему я, скажем так, не права, не прав и так далее. Давайте пообщаемся, поговорим. То есть вот этого таракана надо убить, его надо задушить, понимаете? Если вот есть 1% сомнения, он убьет 99% веры. Вот. Если говорят дорого, допустим, у вас не покупают, то неправильно придание ценности. Когда ценность превысит цену, обязательно купит. И вот следующую тему именно по марафону я сделаю именно как правильно продавать встречу, вебинар, тренинг, как правильно продавать, соответственно, продукт, как правильно продавать компанию, как правильно продавать бизнес. Хотите такую тему, ребят? Вот именно, чтобы вы научились продавать, не продавая, чтобы у вас прямо на встречу пришел человек, вот прямо вот он дошел до этой встречи, чтобы вот он прямо, он хотел прям, жаждал прямо начала этого эфира и так далее. Прямо вот вообще, прям, понимаете? Вот я следующую тему как бы это подготовлю, вот это, чтобы вот человек прямо жадно хотел прямо попасть на встречу. Вот как это нужно сделать? Вот как придать ценность именно этому? Вот. Ну все, ребят, подводим итог нашей встречи. Надеюсь, сегодня встреча была интересной для вас. Вот, она будет в записи. Обязательно пересмотрите, обязательно сделайте самоанализ. И давайте сделаем домашнее задание. Домашнее задание: приготовьте блокнот с ручкой. Вот, блокнот с ручкой. И внимательно меня послушайте. Все готовы? Готовы, да? Ну все, давайте домашнее задание и пойдем заниматься. Итак, первое. Дать обратную связь по сегодняшней встрече. Где дать? Смотрите. Чат марафона общего. Вот, это 1. 2, это групповой чат по марафону. Групповой чат по марафону, ребят. И командный чат. То есть командный чат Николая Турушева. Вот 3 чата. В этом чате по вебинару, ребят, обратную связь, в принципе, ну, как бы давать не надо. Вот мы здесь, допустим, там обсуждаем, когда в моменте встречи информация. Вот когда встреча идет, мы в моменте проведения здесь обсуждаем комментарии и так далее, так далее. Вот. И анонсы на встрече здесь вот даем, только в вебинаре. Вот. Соответственно, обратную связь вот по этой встрече это даем еще раз. Смотрите, по марафону общая по марафону. Вот. Потом групповая по марафону и командный чат. Почему в командный чат нужно давать, соответственно, обратную связь? Потому что кто-то не на марафоне. Нужно придать ценность марафона, также научиться его продавать. Вот следующую тему, я, кстати, вот на эту вы поймете все, почему это надо делать. Чтобы другие люди захотели на марафон. Из числа ваших клиентов, из числа моих клиентов, из числа там вообще придания значимости. Вот. Потому что мы такая глыба, мы река. Вот. Второе задание. Не удивляйтесь, если оно будет сейчас для вас, возможно, немного сложным. Пригласить 1-5 человек на эфир в академию.
смотрите, вот начиная с этого дня, с понедельника, в течение этой недели до субботы пригласить 1-5 человек на эфир в Академию и попасть в статистику. Попасть в статистику куда? Сейчас мы с вами об этом поговорим. Я вам сейчас покажу. Включаю демонстрацию, захожу в нашу любимую Академию. Вот, смотрите, вот наша Академия. И у нас есть здесь рейтинг. Рейтинг по числу приглашенных. Вот. И вот вы должны попасть в рейтинг, ребят. Вот. Должны в рейтинг попасть, у вас должна быть цифра от 1 до, соответственно, что? 5. Смотрите, как классно. 11 позиция, однерочки. Ребят, смотрите, 11. Смотрите, подтверждение. Ребят, вы поняли, да? Вот эта вот рекомендация классная, то есть даже ангелы это подтвердили. Да? Поняли, да? То есть попасть куда? В рейтинг. Второе задание, именно 1-5 человек за неделю пригласить в Академию. 3. Консультация с менеджером и лидером. Вот прям у вас, если есть тараканы, какие-то 1% сомнения, именно за неделю его убить, задушить. Проконсультироваться с менеджером, проконсультироваться с лидером и убить всех тараканов. Чтобы у вас была 100% вера в то, чем вы занимаетесь. В нашем бизнесе, в академии, в системе и так далее. 3 домашних задания. Я думаю, они несложные, но они очень эффективные и продуктивные. Но вот, в принципе, все. Запись будет. Встреча у нас полностью записана. Вот, и данную запись я отправлю в чат. Все, ребят, всех обнял. Всем энергии, позитива. Не забывайте, что прямо сейчас у нас идет акция. Делайте продажи, заказывайте прямо сейчас для себя продукты и технологии. Вот, сейчас, кстати, скоро попробую вкус малина и клубника. Вот, это Success Day, новая технология. Вот. Эх, вкуснятина вообще. Скоро у нас в продаже. Все, ребят, всех обнял. Всем энергии, позитива, добра и хорошего настроения. Помните, что именно все делается для вас, для того, чтобы вы были здоровыми, успешными, богатыми и вы улыбались. Всех обнял. На связи.